Масштабная всероссийская перепись населения стартует в Башкортостане, как и во всех остальных регионах страны, с 15 октября и продлится она до 14 ноября. Это будет основной этап. Готова ли республика? Какие вопросы включены в анкету для респондентов? Обсудим это и не только прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами руководитель Башкортостан-стата Акрам Ганиев. Акрам Мухамедович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам на интервью. Оцените, пожалуйста, готовность к республике, к этому большому мероприятию, да, и какая подготовительная работа была проделана. Ну, действительно, подготовительная работа, она проводилась в течение практически 3 лет. Это связано с переносом самой переписи с октября прошлого года на октябрь текущего года. Ну, естественно, такая масштабная работа требует очень тщательного подхода. То есть, в первую очередь, проведено переписное ранирование, то есть вся республика поделена на переписные участки, счетные участки, определены нагрузки, изготовлены и закачаны в каждый планшетный компьютер картографический материал, подобраны кадры, предприняты меры по защите населения и переписного персонала от ковид, ну и ряд многих-многих подготовительных работ, связанных в том числе и с обучением, с подбором персонала и так далее. Очень большая работа была проделана. Даже то, что вы перечислили, уже внушает и становится понятно, какой масштаб. Впервые можно будет пройти перепись населения с помощью госуслуг. Да? Как это можно будет сделать? Ну, есть 3 способа прохождения переписи. Вообще, это первая цифровая перепись в истории России. Да и в мире нет особо таких примеров, когда перепись, значит, столь масштабная работа будет проводиться именно в цифровом формате. То есть есть традиционный способ прохождения переписи. Каждый житель республики и страны может дождаться переписчика у себя дома. Переписчик придет и, значит, каждый житель может ответить на вопросы переписи. Все это будет заноситься на планшетный компьютер. Второй способ – посетить стационарный переписной участок и там пройти перепись, значит. И третий, самый, может быть, передовой, это через портал госуслуг, через персональный компьютер или же иные мобильные устройства, имея учетную запись, значит, на портале госуслуг. Также можно ответить на вопросы переписи и не только на себя, но и на членов семьи. Понятно, что многие вопросы требуют согласования, и все члены домохозяйства, того или иного домохозяйства, могут пройти и таким образом. Что представляет из себя анкета, какие вопросы там включены, да, и вот по времени сколько это может занять? Ну, вопросы самые разнообразные, начиная от семейных отношений. То есть первый вопрос задается, значит,
идет от главы домохозяйства, условно так скажем, и отношение других членов семьи к этому первому члену семьи. Это муж, жена или там сын, свекр, там, невестка и все прочие, так скажем, семейные узы, все это прослеживается. Если, конечно же, проживают в одном домохозяйстве, в одном жилом помещении. Затем пол, возраст, традиционный уровень образования, источники доходов. Ну, здесь только спрашиваются именно источники, ни в коем случае не размер получаемых доходов. Значит, владение языками, национальная принадлежность. Также представлены вопросы, связанные с миграцией населения, где родился тот или иной человек, где, ну и, естественно, где сейчас проживает, понятно, что по месту жительства. Ну и связанные вопросы с жилищными условиями. И ценность переписи ведь и заключается в том, что это одновременный как бы, коллективный портрет всего общества, каждого населенного пункта, каждого муниципального образования, ну и в целом республики, да и страны. Таким образом, вот получается такой очень уникальный набор сведений о населении. Сколько времени займет общение переписчика и человека-респондента? Ну, мы считаем, что где-то около 20 минут на каждого человека, но на последующих людей, возможно, несколько меньше, потому что уже есть некоторые вопросы. Жилищные условия только спрашиваются один раз, допустим, в одном и том же домохозяйстве. Нужно ли подтверждать свои слова документально респондентам? Нет, на все вопросы население отвечает по своему определению. Никаких подтверждающих документов представлять нет необходимости. Акрам Мухамедович, каким образом выстроена работа переписчиков, да, и в том числе их безопасность? Мы проводили тщательную работу по подбору, потому что уровень, так скажем, материально стимулированный, он не такой большой. Здесь надо, чтобы люди были добросовестные, владеющие навыками работы на планшетах, выносливые в физическом плане, коммуникабельные, чтобы население с охотой принимало их у себя дома или же на переписных участках и так далее. Какие еще могут быть, они имеют, естественно, удостоверение, специальную атрибутику, они узнаваемы и, конечно, эта работа проводится в тесном взаимодействии с органами жилищным ЖЭУ и прочими организациями, которые, значит, помогают для того, чтобы общение происходило организованно и без каких-либо затруднений. Угу. Сколько у нас будет переписчиков в республике? Все категории, там несколько категорий переписчиков, около 10 тысяч переписчиков, и в течение месяца вся эта работа будет организована. Акрам Мухамедович, мы знаем, что по законодательству перепись проводится в нашей стране раз в 10 лет, но вот из-за коронавируса она была перенесена на этот год. Да? А можем ли мы озвучить данные последней переписи, вот с чем мы стартуем? Да, последняя перепись была в 2010 году, тоже проходила в октябре. По итогам последней переписи наша республика занимает 7-е место по численности населения, уступая, естественно, Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Свердловской области и Ростовской области. Вот мы занимаем 7-е место. И еще какие интересные итоги. Любая перепись интересна тем, что в ходе ее проведения и обобщения данных получаются наиболее актуальные данные. Ведь жизнь достаточно динамично изменяется, люди меняют место жительства, меняется определенной степени и возрастная структура населения в первую очередь. Вот последние годы мы замечаем, что несколько снижается рождаемость, повышается смертность, но это ведь связано не с какими-то внешними обстоятельствами, это в основном связано с той сложившейся полувозрастной структурой населения. Если сейчас за пределы трудоспособного населения выходит
самое многочисленное поколение людей, которые родились в конце 50-х, начале 60-х, их насчитывается очень большое количество, да, и в трудоспособный возраст вступает уже меньшая доля населения, естественно, увеличивается и нагрузка на население в трудоспособном возрасте, то есть все больше удельный вес старших поколений. И сейчас, что еще ценно, вот в материалах переписи мы, располагая вот такой комплексной информацией о населении, конечно, в нынешних условиях даже любой инвестор начинает с изучения не только производственной инфраструктуры, да, но и изучает демографический потенциал того или иного региона, того или иного населенного пункта. Вот даже вот в ходе подготовки, допустим, проекта высокоскоростной магистрали Москва, Казань, Екатеринбург, который будет проходить по отдельным районам нашей республики, были запрошены большое количество информации, в том числе о структуре населения вот этих районов. Это Илишевский, Двутилинский, Янаульский, Татаршлинский, Балтачевский. Понятно, что любой инвестор в первую очередь интересуется, насколько обладает тот или иной регион демографической базой. И, кстати говоря, ведь сейчас конкуренция не только на рынке товаров, конкуренция и на рынке труда очень обостряется, и, естественно, изучаются вопросы и об уровне образования, значит, того или иного региона, да, насколько владеет теми или иными, так скажем, ресурсами населения, дохода населения, источника средств существования. На эти вопросы наиболее комплексно может ответить только материалы переписи населения. Ну и мы поэтому призываем жителей Башкортостана активно принимать участие в переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября, потому что все данные станут основой для принятия следующих социально-экономических мер. Да, тем более слоган переписи «Создаем будущее». Отличный слоган. Спасибо большое, Акрам Мухаметович. Сегодня гостем программы «Интервью» был руководитель Башкортостан-Стата Акрам Ганиев, и мы обсуждали предстоящую перепись населения. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.